Right from the mud, there's dirt on my hands. Strong like a tree, there's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. They sing on a sleepless night. Try to catch me howling at the moon. Привет, это Раджапов Руслан и это Агрофан. Сегодня мы находимся на Агрокомплекс 2020. Это крупнейшая площадка, с которой когда-то в Башкирии началось современное выставочное движение. А сегодняшний агрокомплекс стал юбилейным, а то есть 30-м. Здесь мы увидим очень много интересного и обязательно все расскажем вам. Поэтому давайте продолжим. Конечно, я не ожидал встретить на агрокомплекс корову. Я думал, корову можно встретить только в аграрном университете. Давайте уточним, насколько суровый отбор на агрокомплексе. Почему именно вы, как корова, представляете первый вкус на агрокомплекс? Я даю самое качественное молоко. Му! Ну что, заглянули мы в гости к Big Touchment. Вот, на самом деле агрокомплекс почти ничем не отличается от аграрного университета. Тут такие же опасные кролики. Вот. Также у нас на Big Touchment есть специальный интервьюер. Идемте, подойдем и зададим ему пару вопросов. Здравствуйте, Башкирский государственный аграрный университет. Хотели у вас спросить, как вы справляетесь с таким большим количеством зачетных цыпочек? Ну, без слов было понятно, что не стоит труда справиться с таким количеством цыпочек, с таким прекрасным клеточным оборудованием. Так, подошли к кукурузе, да, и не знаю, какую выбрать. Ну ладно, возьмем две. Так, сказали аккуратно, чтобы она не рассыпалась. Вот, а знаете, что мне это напомнило? Советский лидер живо интересовался темпами роста царицы полей и подключал к этому разговору министра сельского хозяйства, задачей которого являлся перевод совхозов с выращивания картошки на новый кукурузный уровень. Как впоследствии отмечал переводчик Хрущева, это были беседы двух людей, одного настоящего специалиста по кукурузе и второго того, кто думал, что он является специалистом. Лина, сфоткай меня как Хрущев. Здравствуйте, медиа-центр аграрного университета. Мы видели, что у вас на витринах стоит кумыс, творог. Можете немножко рассказать про свой продукт? Да, мы продаем кумыс всегда молодым. Для тех, кто любит поядрёние, его можно дозревать. У нашего кумыса срок хранения 10 суток. Поэтому мы молодым его продаем. Я вот попробовал ваш кумыс, у него какой-то вот такой насыщенный вкус, и я вот уловил там какую-то нотку. Вы говорили про его особенности. Можете немножко рассказать? Совершенно верно, забыла добавить. Он у нас на медовой закваске. Для тех, кто любит поядрёние, то есть они дозревают, и вот эта вся сладость, она потом уходит. Молодой на медовой закваске, чтобы могли женщины и дети пить. Сладкий был, чтобы немножко. Поэтому мы обязательно сейчас продегустируем этот кумыс. Скажу вам по секрету, что мы его уже дегустировали, но продегустируем еще раз. И обязательно купим одну баклажечку и привезем в аграрный университет и дадим вам всем попробовать. Как говорится, привезем к вам агрокомплекс. Поэтому давайте сейчас попробуем кумыс. Раньше кумыс пили, оказывается, в таких пиалах и вот такими ложечками. Но давайте попробуем по традиции попробовать кумыс. Ой, какой на самом деле очень вкусный кумыс. И ложечкой его пробовать намного интереснее, чем просто пить. Шикарно. Поехали дальше. Сейчас мы также у стенда аграрного университета, и это установка по обработке полей холодным туманом. Как говорится, на агрокомплексе немножко было жарко, а это оборудование поддерживает температуру.
Также здесь представлены теплицы. На заднем плане у нас растет зелень. Другая разработка наших ученых – это система автоматизации для теплиц, позволяющая поддерживать необходимую температуру, влажность, освещение, обеспечивать полив, а также передавать информацию в облако для хранения архива данных. А для гостей мы устроили целую дегустацию вкусняшек. Тут и сыр, и колбаса, и мармелад, пастила из льна, хлебцы от наших технологов. Вот, мы пришли, получается, к партнерам Аграрного университета, но сейчас нам расскажут поподробнее про этот интересный стенд, что это такое и с чем это едят. Совместно с нашим институтом мы разработали здоровое питание на основе пророщенных зерен. Пророщенных зерен овса, пшеницы, ячменя и ржи. У нас есть хорошие продукты, такие как Талкан. Они получили множество золотых медалей, множество наград, в том числе гран-при российских выставок, Москвы в частности. А получается, вот вы сказали про Талкан. Этот продукт как можно употреблять в пищу? Ну, вообще, как мы его можем использовать и про его пользу можете немножко рассказать? Ну, прежде всего, это самая полезная еда для желудочно-кишечного тракта. Она обволакивает стенки желудка, кишечника, содержит нерастворимую, растворимую клетчатку, витамины группы В, триптофаны, рибофлавины. Замечательный продукт для оздоровления всего организма. Это для всех людей, кто живет в условиях мегаполиса. Употреблять продукт очень легко. 2-3 чайные ложки, небольшое количество кефирчика, йогурта или воды размешать и как на завтрак скушать. Самое главное, что продукт является биологически активным, и вы до обеда не захотите кушать. И вот я слышал, когда подходил немножко раньше, когда объясняли, что этот продукт повышает иммунитет вроде бы. Я правильно говорю? Это из-за коронавируса? Да, про пользу продукта можете немножко рассказать также? У нас в кишечнике есть такие особые крипты в ворсинке, которые заполняются разнообразными шлаками, токсинами. И когда их очищаешь, происходит нормализация всего организма и, соответственно, поднимается иммунитет. Недаром говорят, что в кишечнике 70% сосредоточен наш иммунитет. Там огромное количество лимфоцитов, лейкоцитов, которые защищают наш организм. Поэтому, если мы держим кишечник в чистоте, соответственно, наш организм лучше борется с вирусами, с бактериями, с гриппом и в том числе и коронавирусом. Поэтому не нужно было бежать за гречкой и туалетной бумагой, а нужно было идти прямо напрямую к вам, да, за Талканом. Пришли в гости к торговому дому овощемолочный. Нам разрешили посидеть в тракторе. Давайте попробуем. Почувствуем себя трактористом. Оп. Так. Опа. Опа. Главное, чтобы я на нем никуда не уехал. Оп. Ух ты, вот это класс. А говорят, что трактористам непопулярная работа. Тракторист — это непопулярная работа. Непопулярная работа. Тракторист — это непопулярная работа. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Это все в раке. Тут лучше, чем в Mercedes S-классе, я вам отвечаю. И тут столько кнопок. Прошли мы сегодня уже очень много стендов. Самые интересные мы покажем вам. Как видите, здесь большая выставка, овощи, фрукты, все, что можно, привезли сюда, на агрокомплекс. Поэтому обязательно в следующий раз посетите агрокомплекс вместе с нашим аграрным университетом.